Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Сегодня будет 3 греха, постараюсь уж успеть. Эти грехи связаны с мужчинами и женщинами. И то, что между ними происходит. Грех 27. Аль-Кабир ас-Сабиату аль-Вашарун. Аль-Кавваду аль-Мустахсину аля ахлих. Аль-Каввад. Если в словарике посмотреть, в Баранове это слово, то переводится как сводник. Ну, не совсем правильно. Тот, кто ходит между мужчинами и женщинами, сводит их для прелюбодеяния или для фахиша, для дел фахиша. Аль-мустахсину аля ахлихи, тот, у которого нету ревности по отношению к своей семье. Тот, который дозволяет зина проявление его в своей семье. Вот это грех, один из больших грехов. Аллах Та'аля сказал: «Ваззанияту ля янкихуха илля занин ау мушрик, ва хуррима залика аляль му'минин». И прелюбодейка не женится на ней никто, помимо прелюбодея или мушрика. И запрет на это верующим. Запрещено верующим жениться на прелюбодейке, если она тауба не сделала. От Салима ибн Абдилля, от его отца, от пророка саллаллаху алейхи вассалям: «Таласатун ла ядхулюна аль-джанна». 3 группы людей не войдут в рай. 3 не войдут в рай. И таких хадисов, опять же, повторяем, очень много. И в каждом хадисе разные грехи приводятся. И 3 это не для ограничения, а для запоминания, для лучшего запоминания. Не войдут в рай, имеется в виду, что этот грех, если не присутствует иман, за этот грех человек заслуживает войти в ад, быть наказанным. Если это верующий, то тут, основываясь на других хадисах, мы говорим, что не войдет из первых в рай. То есть заслуживает наказания. Но Аллах может простить, естественно, его. Аллах может простить его. Первая группа аль-аку валидейхи. Ослушающийся родителей. Ослушающийся родителей. Второй ад-даюс. Ад-даюс — человек, у которого нет ревности к семье, который позволяет фахиша, позволяет, чтобы знает, например, что жена делает зина, и он молчит, знает, что дочеря делают зина, и молчит. Или довольствуясь этим, или боясь распада семьи, или еще какой-то другой, по другой причине. Ва раджулятун ниса. И женщина, уподобляющаяся мужчине. И женщина, уподобляющаяся мужчине. Да, 3 группа. И женщина, уподобляющаяся мужчине. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещает тут и говорит, что вот это является грехом, когда человек по причине того, что слаб, или потому что заплатил огромный махр, или потому что есть маленькие дети, не идет к разводу. Или боится, что судья, после того, как произойдет развод, судья потребует у него, например, алименты там, или еще что-то. И поэтому, или даже из-за любви бывает, что мужчина знает, что жена его зина делает, общается с другими мужчинами в интимном смысле, и при этом не проявляет какой-то ревности. У мужчины должно проявляться ревности. У него должна быть ревность, если жена его разговаривает с другими мужчинами. Ревность — это не запрещенное качество.
естественно, у этого качества есть отрицательная сторона, есть положительная сторона, есть как бы ифрат, есть тафрит, есть кто делает упущение в этом, и есть те, кто излишествует в этом, то есть подозревает жену во всем, все время требует от нее что-то доказать, все время унижает ее такими словами: они сделали это зина, они сделали это так-то. А есть нормально, когда мужчина не хочет, чтобы, например, его жена была в окружении мужчин. Работала так, например, в окружении мужчин. Ихтилят называется, совместная работа. Когда женщина может тронуть мужчину за руку, поздороваться, еще что-то, где все время с ними бывает в коллективе. Например, если мужчина не желает, чтобы жена его в общественном транспорте ездила, и при этом создает ей условия, чтобы она не ездила, а не просто не хочет. Например, находит время, чтобы ее отвезти куда-то, что надо. Бывает такое, что мужчина не обращает на нее внимания и говорит: едь на трамвае, едь на автобусе, хотя он может в это время сам ее отвезти. А мы знаем, что в автобусе, в трамвае что бывает? Ихтилят, то есть назовем вынужденное совместный проезд. Ладно, в Саудии там есть дверь в автобусе отдельная для женщин, сзади там. И автобус поделен. Мужской сектор, женский сектор. Так. Но у нас такого нету. Также, если мужчина как бы спокойно жену отправляет, и при этом у него ничего там в сердце не делает, значит, это что-то плохо. У мужчин должна быть какая-то ревность. И вот это может перерасти вот в это качество даюс, которое пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что обладатель этого качества заслуживает огня. То есть нету ревности по отношению к своей жене. Вот. И это первый грех, который мы сегодня хотели пройти. Следующее. Сейчас переходим к 28 греху. 28 грех. Это ар-раджиляту минан ниса валь муханнасу минар риджаль.